Красивой живой музыкой встречала музыкальная школа имени Максима Михайлова своих гостей. Заместитель министра Татьяна Казакова и заместитель администрации города Канаша Евгений Козлов с удовольствием послушали исполнение юных музыкантов, ознакомились с ходом учебного процесса, пожелали ребятам выйти на большую сцену. Чему учился? Сольфеджио, они говорят. Громко говорите, смелее, девочки. Слово сольфеджио знаем и знаем, что это такое. Нотки читаете, чувствуете. Это первоклассники. Не пропускаете занятия? Отлично. Молодцы. Музыкальная школа в этом году была оснащена необходимым оборудованием на сумму более чем 5 миллионов рублей. Директор Лиана Андреева ознакомила Татьяну Васильевну с музыкальными инструментами. Татьяна Васильевна, наши преподаватели плакали, когда вот эти инструменты поставляли. Это были слезы радости, такого восторга, и это просто вот... Ну, мы реально плакали, правда. Я сама познакомилась с внуком Максима Дмитриевича, Максимом Игоревичем. У нас такие вот, как получается, контакты, переговоры. Он еще был в Америке, мы просто переписывались. Вот такая идея появилась, потому что здесь создан был как раз фильм о Максиме Дмитриевиче. Он сюда в Россию приезжал, и мне помогла, конечно, Зинаида Викторовна Паршагина повстречаться с ним. И вот уже, конечно, была очень большая работа проделана в том плане, что какие заслуги школы попросила, что мы можем, какая у нас база, что мы хотим от него. То есть я это все подробный план ему расписала. И он приехал к нам, он сначала посмотрел, согласился, и он действительно был приятно удивлен, что школа такая действительно сильная, хорошая школа, действительно нам есть чем гордиться, и он дал согласие. Это все была процедура присвоения, конечно, достаточно долгая, но была достаточно успешная. Лиана Анатольевна на сцене перед будущими музыкантами и гостями школы выступила с благодарственной речью за помощь и поддержку. Сегодня мы собрались на торжественное мероприятие, посвященное завершению оснащения детской музыкальной школы, нашей школы, новыми музыкальными инструментами, новым оборудованием. В нашу школу поступило инструментов, оборудования и нотной музыкальной литературы на сумму, ребятки, вы вдумайтесь в эту сумму, 5 миллионов 300 тысяч рублей. И это деньги действительно выделены от государства. Это говорит о том, что не на словах, а на деле вы, дети, для нас, это являетесь главным делом государственной важности. И то, что мы сегодня получили, это пианино, это барабанная установка, это интерактивное оборудование, проекторы, компьютеры, ноутбуки, звуковое оборудование. И сегодня мы сидим в таком красивом зале, который обновился зрительными креслами. Видите, как все стало в нашей школе красиво, уютней. И заниматься вам, ребятки, наверняка на этих музыкальных инструментах в такой уютной обстановке намного приятнее. И мы желаем, чтобы вы радовали нас своими успехами. И, конечно, разрешите поблагодарить от преподавателей школы, от родителей, от учеников наше уважаемое Министерство культуры Чувашской Республики. Поскольку мы знаем, сегодня мы с Татьяной Васильевной уже говорили, как нам приходилось работать в более ранние годы. Это 90-е годы и 2000-е годы, когда, да вы сами, ребятки, помните, вы играли на старых инструментах, играли на старых скрипках, где никак не держался строй, балалайки, домры, все требовало обновления. И вот, действительно, мы очень радуемся тому, что сейчас мы пополнили свой парк музыкальных инструментов новыми музыкальными инструментами. Искренние слова благодарности главе Чувашской Республики Олегу Алексеевичу Николаеву, министру культуры Чувашской Республики Каревой Светлане Анатольевне. Татьяна Васильевна, мы с вами тоже очень тесно контактируем, очень рады, что вы с нами. От всего сердца желаем вам здоровья, много и благое лето. И пусть наша культура, наше искусство, наше чувашское искусство процветает во славу нашей Родины и во славу нашей России. Юные музыканты, в свою очередь, порадовали гостей своими умениями. Наша Родина, Россия,
Замминистра культуры рассказала о значимости национального проекта «Культура». В нацпроект «Культура» входит 3 проекта. Мы создаем комфортную среду, так она у нас называется, такой проект первый, когда благодаря федеральному финансированию, республиканскому, мы делаем ремонт в домах культуры, в школах искусств. Мы создаем новые модельные библиотеки, мы ремонтируем музеи, поставляем оборудование, специальное оборудование, выставочное оборудование. У нас есть проект «Цифровая культура». Мы обучаемся цифровым технологиям, потому что сами видите, что сегодня без цифровых технологий никуда. И это тоже наше будущее. И есть еще один проект – это «Творческие люди». Благодаря этому проекту наши преподаватели, наши работники культуры проходят переобучение, повышают свою квалификацию, учатся на различных базах, различных институтах культур России, от Краснодара, Чебоксар, Воронежа. И наши театры, благодаря проекту «Творческие люди», ставят новые спектакли. И вот так много делается сегодня правительством Российской Федерации и родной республики. Знаете, для чего? Мы хотим самого главного, чтобы у вас было счастливое детство. Мы хотим, чтобы вы были самыми умными, самыми образованными. Мы хотим, чтобы вам было в жизни чуть легче, чем нам было в нашей жизни. Мы хотим, чтобы вы были очень успешными. И чтобы как тот мальчик из Кольцовки, именем которого названа ваша школа, достигли тех вершин и высот, которых достиг Максим Дормидонтович Михайлов. Только вдумайтесь, мальчишка рос в какой-то там деревушке в Урнавском районе, какая-то никому неизвестная деревня Кольцовка, и достиг таких высот. Ничего у него не было. Не той школы искусства, о которой мы говорим, не тех музыкальных инструментов, но то желание, которое у него было, ему позволило прийти в Большой театр. Поэтому, наверное, у каждого педагога, сидящего в этом зале, и очень прям радует, что очень много заслуженных работников культуры Чувашии, это говорит о том, что республика оценила заслуги, оценивает заслуги, и это тоже немаловажно, потому что люди отдают многие годы, да, и уже, наверное, каждый педагог может посчитать, сколько поколений он выпустил умных, талантливых, одаренных детей. И это тоже очень важно, это очень необходимо, об этом всегда надо думать, потому что людей, мы хотим, чтобы наших выдающихся земляков по России и по миру было гораздо больше. Поэтому вы наше будущее, и все, что мы делаем исключительно для вас. Дай Бог вам всем здоровья, счастья, трудитесь, а мы ждем вас, когда вы получите образование, закончите наше музыкальное училище, наш институт культуры, ну и не важно, может быть, и не наш, консерваторию, и придете работать в наши государственные театры, государственные концертные организации. Мы вас ждем, любим, и поэтому счастья и благодарных вам учеников. И вот как сегодня Лена Анатольевна рассказывала, действительно благодарных учеников у вас в школе много. Но и само историческое здание, не важно, что здесь находилось, но это история, наша история. А теперь здесь и вы, и пусть вам здесь будет комфортно, это хорошо. От имени администрации города Канаш все-таки хочется поблагодарить наше Министерство культуры, которое всячески поддерживает все начинания в области культуры в нашем городе. Это и школа искусств, и дворец культуры, и музеи, и много другое. Спасибо за то, что не оставляете нас без внимания. Преподавателям хочется пожелать успехов, здоровья. Ну, чтобы ваши ученики радовали вас, прославляли, успехов вам. А нашим детишкам не оставайтесь, не останавливайтесь на достигнутом. Надеемся, что ваши достижения будут не только на уровне Российской Федерации, но и на мировом уровне. Успехов вам, всего самого лучшего.
Праздничный концерт завершился награждением почетных учителей музыкальной школы. Почетной грамотой отдела культуры администрации города Канаш награждается Владимир Николаевич Кириллов за высокие достижения в области культуры, долголетнюю плодотворную работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения и в связи с Днем учителя. Стаж работы Владимира Николаевича в нашей школе 40 лет. Почетной грамотой награждается Гузалия Максимовна Рябчикова за высокие достижения в области культуры, долголетнюю плодотворную работу по эстетическому воспитанию. Гузалия Максимовна, стаж работы 30 лет. Почетной грамотой награждается Ирина Анатольевна Авдеева за высокие достижения в области культуры. Ирина Анатольевна, стаж вашей работы в нашей школе, вообще педагогической работы 10 лет. Владислав Васильев, музыкальная школа.